Остановись, время, замри, оглянись в прошлое. В годы Великой Отечественной войны из нашего маленького села Лозым ушли на фронт 220 человек, 147 не вернулись. Среди тех, кто не вернулся, Симаков Иван Николаевич, Сим Вань, коми-поэт. Родился Иван в 1906 году. Трудное детство выпало на его долю. Вскоре заболел и умер отец. В семье Симаковых осталось 7 детей. Жили очень бедно. С раннего детства познал Иван всю тяжесть сельского труда, а первым его ремеслом стало сапожное дело. Но несмотря на житейские трудности и невзгоды, Иван был всегда в гуще жизни. Организовывал концерты в соседних деревнях и селах. Сам с увлечением пел на сцене. О чем были песни? О родине, о своем северном крае, который он очень любил. Иван сочинял частушки и пародии, которые в его исполнении звучали особенно задорно. Писал и стихи. Их он также читал со сцены, на каждом концерте играл на гармонии. Интересный снимок. Иван Николаевич выступает в женской роли. Это говорит о том, с какой увлеченностью и старанием относилась молодежь той поры к подготовке концертов и спектаклей. Иван Николаевич работал в редакции районной газеты «Красная Печора», а в начале 1930 года Иван Симаков в столице родной республики Сыктывкаре. Он сотрудник редакции областной газеты «Лесной рабочий». Уже тогда Симаков выходит со своими стихотворениями на страницы областных газет и журналов. Его, как поэта и фельетониста, принимают в члены коми-писателей. Но мало было полученных знаний. Иван Николаевич едет учиться в Москву. Одна из тем его поэзии – патриотизм, безграничная преданность своей родине и народу. Да, поэт очень любил свою родину. Весна и лето, теплой ранью, я побывала в родном краю. Опять черемуха за баней красу раскинула свою. Через забор гляжу и вижу родные, милые края. И к счастью новому все ближе деревня старая моя. В начале Великой Отечественной войны Иван Николаевич Симаков был призван в ряды советской армии. На фронте он написал и послал в Сыктывкар лирическое стихотворение «Сердце горит, пылает», которое заканчивалось словами любви к родине. Посылаю песню, это будет своя песня, любимая моя песня. Надеюсь, что после войны напишу еще больше. Иван Симаков, как все, верил в скорую победу. До нее надо было дойти. Октябрь, 1943 год. Ожесточенные, кровопролитные бои за Украину. Рядом с русскими, украинцами и белорусами был и сын коми-народа. Вражеская пуля сразила его. 15 октября 1943 года. Симаков Иван Николаевич погиб в боях под городом Мелитополь, проявив мужество и героизм, захоронен в Запорожской области. Короткую, но яркую жизнь прожил Иван Николаевич. О последней фронтовой поре его жизни рассказывают немногочисленные письма. Щедрый и большой души был этот человек. Как он хотел жить, любить, мечтал о победе, о новых песнях и стихах. Сегодня 25 апреля. Пишу с фронта. Здесь уже тепло. К празднику 1 мая поручили выпустить боевой листок нашего подразделения. Уже 7 месяцев, как я на фронте. За это время я много пережил. Сердце стучало много раз при встрече с противником и прибавилось седины на голове. Во втором письме, которое было написано после тяжких боев, Иван Николаевич Симаков с оптимизмом писал: «Меня никакая пуля, ни осколок не возьмут. Один осколок снаряда попал в вещмешок, продырявил котелок, но я остался жив». В 1942 году Иван Николаевич писал, что на их участке идут бои. Фашисты наступают. Он попал в окружение и бежал 7 километров. Немцы опередили его, но ему все же удалось прорваться к своим.
Пишу опять. Сегодня 26 июня. Вот так подвернулось времечко и прекрасно ходят руки по чистой белой бумаге. После войны, если буду жив, займусь серьезной творческой работой. Строку, которая зрела и готова была выплеснуться новой песней, оборвала война. Недопетыми остались многие песни поэта. Но те, которые сложились, громко звучат и сегодня. Они о земле, о любви, о мире, ради которого отдали свои жизни миллионы советских людей.